Вы в голосовании участвовали? Да. А какой у вас был выбор? У меня полностью отбыл. Да. Вы были за поправки, да? Да. А как относитесь сейчас к результатам, которые озвучены? Ой, я еще не слышал даже. Не смотрели, да? Нет. Почти половина жителей Якутска против поправок. У нас 50 на 50. Вы в голосовании участвовали? Ага. А за или против? За, конечно. За? А почему? Как почему? Пенсия например, где? Только из-за этого? Ну, и другие, и другое. Ясно. Да, сейчас. А какой выбор сделали? Ну, это мое личное мнение, я не буду комментировать. Мгм. А как относитесь к результатам, которые озвучили по явке и по за и Я против? пока ничего не слышала про это. Проголосовал, почти половина 50 на 50 примерно. Ну, хорошо тогда. У людей есть мнение, значит. Значит, мы знаем, как вы проголосовали. Вы в голосовании участвовали по Конституции? Честно, нет. А почему? А потому что каждый день работаем. Вот сегодня у меня только выходной. И у меня не получилось по времени. Ну, я бы была бы за. Да? Да, А почему? да, и муж тоже. Не знаю, вот мы за. Ну, какие-то основания Хотим, там? ну, хотим перемен, хотим... ну, что-то же нужно, как говорится, двигаться вперед. И поэтому нужно что-то новое, какие-то новые законы, новые. Ну, я так... Что-то поменять. Да, я не сильна в политике, но я так думаю. Хорошо, Спасибо. Почему? Не успели, не приехали в город. А если бы голосовали? Против? А почему? Ну, слушай, человек не голосовал. Одна только поправка не устраивает. Вроде бы все поправки прочитала, вроде бы устраивают. Но одна единственная за обнуление президента не устраивает. А так как они идут скопом, поэтому была бы против. В голосовании участвовали? Нет. А почему? Да, что-то не успел. Так долго же неделя шла практически. Да, я вот что-то вчера только вспомнил, то, что голосование идет. И не проголосовал. В голосовании участвовали? Что? В голосовании участвовали? Да, И какой выбор сделали? конечно, за. А почему? Ну, потому что против не вариант. Это же наше будущее. А к обнулению как относитесь? Ну, положительно. Хорошо. В голосовании участвовали? Как? В голосовании. Да, конечно. Какой выбор сделали? За. А почему? Ну, так решил. Ну, имеется вам... Обнуление как относитесь к обнулению срока? К обнулению, как бы, позитивно. То есть вас устраивает? Устраивает. Спасибо. Да, участвовал. Какой выбор сделали? За Конституцию. За изменения. А почему? Ну, потому что там больше половины меня устраивает, а во все я не вникал, конечно. до А что конца. конкретно вас устраивает? Если, например, обнуление срока как относитесь? Про обнуление я не читал, все остальное читал. Ну что, например, конкретно, вот, пример приведите, за что вы конкретно душой? Изменение налогов. Есть такое? Есть про налоги. YouTube-канал? Да. Блогеры наши. Да. Изменение налогов. Там. Ну, есть там функции. Вы же тоже, наверное, читали, да? Ну, мы хотим понять, какое у вас мнение. Смотри у вас, а? Я не голосовал. Голосовали? Смысла не вижу голосовать. Все уже решено за нас, правильно? Зачем голосовать? Ну, а если бы все-таки... Ну, вот это, смотрите, вы же выборы знаете же, как вот. Задорнов что сказал, да? Про анекдот. Чуров и Путину говорит, да? За вас никто не проголосовал. Плохая, но хорошая новость, вас выбрали. Да? Участвовали в голосовании? Да. А какой сделали выбор? За. А почему? Что вас там конкретно привлекло? А что там плохого-то? Ну, какая-то поправка, например, видите, что вам понравилось? Семья, территория неприкосновенность и превышение. Ну, наша Конституция будет, закон наш будет выше, превыше, ну, международный. Международное право. Не могу сейчас формулировать. Ну, ясно, спасибо. Про голосование. Вы участвовали? Да, Какой выбор сделали? не скажу. Ну, он уже прошел уже. Все равно. Никогда не скажу. И в целом как? Хорошо. А в городе 50 на 50 примерно, за и против. Вы какую половину поддерживаете? Ну вот какой-то. Ну, конечно. Какой выбор сделали? Ну, да. А почему? Что вам понравилось из поправок? Ну, социальные поправки, как всегда. Вот. Пенсионные. Вот. Ну и то, что как бы это же основной наш закон, как без него-то? А к обнулению сроков как относитесь? Нет. Я считаю, что это нецелесообразно.
Но они все скопом, и вы их приняли. Нет, да. Я бы, вот если бы это, как сказать, По отдельности. если по отдельности, то за многие бы я не проголосовала, да. А раз уж так, то так. Спасибо. Да. Какой выбор сделали? Ну, я за поправки в Конституцию. А что вам из этих поправок нравится? Ну, я там за лечение детей бесплатное, онкологически больных детей. Там вроде такое было. И много других. А к обнулению приятных. сроков как относитесь? Ну, это другой разговор. Я на это как-то не сильно внимание обращала. Ну, тем более, я не знаю, чтобы лучше Путина кого-то другого. Я не знаю, для меня такое мнение. Лучше Путина для меня нету. Спасибо. Вы в голосовании участвовали? Да. Какой выбор сделали? За. А что вас конкретно устраивает с поправок? Ой, можно я не буду говорить? Какой выбор сделали? Против. Почему? Потому что это на Конституции по каждому статье надо отдельные, Не скопом. не скопом. А какая поправка вас не устраивает? Полностью все. Все не устраивают. Да. Продление сроков, да, или Обнуление сроков как относитесь? Вообще Отрицательно. отрицательно. А к федеральным территориям? О, у нас это спорный вопрос. Потому что я земледелатель, но могут отобрать Территорию. территорию. Потому что у нас частные собственности это не частные собственности, а условно частные. А усиление вертикали власти, как вы относитесь? А вы как поняли, когда Путин усиление вертикали на этих, на Местное самоуправление? Я считаю, что это неправильно. Ну, скажем так, в перспективе, возможно, отмена выборов мэров. Например. Как это относитесь? не знаю, честно. Но надо, выборы можно. Сохранить нужно? Сохранить нужно, потому что это все равно какая-то демократия. В голосовании участвовали? Конечно. Какой выбор сделали? Это конфиденциальная информация. В голосовании участвовали? Да, участвовал. Какой выбор сделали? Да, сделал. Галочку, да, за. А какие конкретно поправки вас устраивают? Насчет этого пока нет. Ну, к обнулению как относитесь к сроку? Да, нормально. Поддерживаете? Поддерживай. А федеральные территории Насчет этого нет. или там по местному самоуправлению, то, что скоро могут тогда отменить выборы мэров, как относитесь? Не надо отменить. Пускай будет. По поправкам можно. Да. А что конкретно в поправках не устраивает? Много чего не устраивает. К примеру, обнуление сроков как относитесь? В России должен быть царь. Мне больше всего убивает вот этот дальневосточный гектар, как гектар правильно называется. Вот это мне не нравится. Потому что, извиняюсь, в аренду землю свою нельзя сдавать. А к социальным поправкам как относитесь? То есть за пенсию пытается индексировать, обещает. Ну, обещанного 3 года ждут. Уж здесь-то я как-то, не знаете... Не верите в это? В целом проголосовали как? Против. Спасибо. В голосовании участвовали? Нет, я на голосование не пошел, потому что, вообще вот эти поправки, они, это дурдом, честно говоря, потому что у нас и без того президентская власть была достаточно сильной, а с новыми поправками она просто становится беспрецедентно сильной, то есть президент может отстранять судей Конституционного суда, с премьер-министром может что угодно делать, Думу в любой момент может распустить. Я считаю, что такие поправки, они, нарушают принцип демократии. Поэтому я просто, такое безобразие просто проигнорировал. Понятное дело... Сказать нет? В том-то и дело, что у нас, допустим, по республике получились результаты такие, да, что, например, совсем немного, явка была 55%, а голосовавших против было 40%. Если бы из этих 40 10 бы не пошли, у нас бы явки не было. То есть те, кто сходили и проголосовали нет, они... Явки у нас сейчас нету по этим голосованиям. Вообще нет, да? Просто я этот момент не знал. Все. В Якутске почти половина проголосовала против. Да. И поэтому я горд за своих соотечественников. В отличие от всей России, да, у нас люди более здраво смотрят на вещи. Не проголосовали. Я не проголосовал, да.
пошел на голосование, потому что считаю, что единственный демократический инструмент выразить свое мнение – это голосование. Я являюсь, на самом деле, сторонником Владимира Владимировича Путина, да. Но в данном случае я выразил свое мнение, я проголосовал против, потому что я считаю, что эти изменения конституционно несущественны. Все могло пройти федеральными законами. Так поэтому я голосовал против. А к обнулению как относитесь сроков? Относительно. Считаю, что за 20 лет можно было подготовить себе преемника. При этом я его горячо и глубоко уважаю. Как нашего руководителя. Продление сроков это не самое плохое. Самое плохое это вот именно беспрецедентное усиление президентской власти без персонализации. Это Путина, не Путина. Вот просто недемократическое по своей сути усиление президентской власти. А к продлению сроков я бы отнесся, нормально, если бы при всем при этом остальное было бы. А вот именно остальные поправки, на которые специально не заостряли внимание, они, получается, прошли. Такие вот товарищи, которые не голосовали, да, не выразили свое мнение, да, они сейчас будут в социальных сетях возмущаться, что принятые поправки президентом большинством. Я считаю, что это нелогично. Что нужно было прийти и высказать свое мнение. И, возможно, все было по-другому. Предположим, также нас уговаривали не идти на выборы мэра, потому что все куплено, все продано и так далее. Тем не менее, люди не пошли, проголосовали, и у нас новый мэр. И мне пока устраивает все. Я считаю, что есть у нас в стране нормальные, работающие демократические инструменты в виде голосования, которым нужно просто уметь пользоваться, а не говорить, что все пропало, зарывать голову в песок и ныть. Спасибо.